Обратите внимание, что Ирлан и Мадина делают акцент на том, что в условиях, когда человеческая жизнь не значит ничего, наше общество, наши предки пытались поднять ее цену для того, чтобы остановить беспредел, хаос, точнее не допустить хаос. Обычаи имеют какой-то смысл, и Коста всегда пытался рационально их объяснять. Правда ведь? С кровной местью та же история. На кровную месть не надо смотреть как сугубо, как на беспредел, на дикость. Ведь Коста как говорит, прежде чем оплакивать убитого, осетины оплакивают убийцу. Вот. Угроза кровной мести очень много сохранила жизни. Очевидно, такова была реальность, потому что человек, который знает, что своим убийством он подвергнет весь свой род опасности, его останавливал. Это было не один раз. Ну а когда это случалось, то это имело такие тяжелые, кровавые последствия. Так оно и работало. Ну, то есть в обществе, где человеческая жизнь не значит ничего, прежде всего даже для самого человека, Конечно. Прежде чем совершить какое-то преступление, он подумает не о себе, а о том, что последствия грянут для его семьи и для его рода. Конечно. Таким образом, кровная месть на самом деле поднимала цену человеческой жизни, но никак не опускала ее. В условиях, когда за жизнь одного человека будут отбирать жизнь семей, кланов, родов, эта жизнь вдруг начинает возрастать в цене. И это останавливает убийц, ну или неразумных людей от убийства. Они понимают, что вслед за этим убийством последует череда убийств их близких, в результате чего их род может просто прекратить существование. Ведь если оставить один дом в горах без мужчин в условиях, ну это средневековье фактически, то выжить будет очень сложно. И вот в этих абсолютно архаичных, диких условиях наши предки разработали довольно страшный и кровавый механизм поднятия цены человеческой жизни. Убийства прекращаются именно в тех обществах, где цена человеческой жизни крайне высока. Но почему сейчас кровная месть перестала работать? Ну, во-первых, у нас появился уголовный кодекс, это более цивилизованный механизм наказания преступников. Но опять же, его эффективность, к сожалению, настолько слаба. Я думаю, каждый из вас может вспомнить историю, когда преступник уходил от возмездия. И вроде бы вот в условиях, когда происходят убийства, особенно в 90-х, да, когда там людей убивали пачками, и уголовный кодекс никак не работал, институт кровной мести должен был снова заработать. Но что ему помешало? Помешало то, что раньше в горах один человек не мог ничего. Один человек в горах это уже мертвый человек. Поэтому ему жизненно важна была поддержка близких. В этих условиях, когда ты не можешь существовать сам по себе, люди объединяются и начинает срабатывать механизм коллективной ответственности. То есть ты не можешь руководствоваться только своими интересами. Ты вынужден руководствоваться интересами общины, потому что ваши интересы совпадают. И ваши связи очень крепки. В современном же обществе, когда отец часто не может ответить за сына, когда отец не может ответить за дочь, брат за сестру, когда каждый сам по себе, в этих условиях кровная месть не срабатывает. В семье появился человек, в хорошей семье, я думаю, вы тоже знаете такие истории, когда в хорошей семье появляется просто конченая мразь. Каким-то образом вот так сложилось, что в прекрасной интеллигентной семье был воспитан абсолютно аморальный человек. И он начинает творить зло. Если сейчас прийти к его семье и попытаться отомстить им, это будет бесполезно, потому что чаще всего они первые, кто уже пострадали от этого человека, от этого нехорошего человека. Кровная месть уже не работает, поскольку мы не традиционное общество, да, сельское общество, мы абсолютно городское, атомизированное общество. Вроде бы в этих условиях должен был заработать уголовный кодекс, но он тоже не работает. И вот мы оказались на таком распутье. Опять же, уголовный кодекс работает, но не так эффективно, как должен был бы. Что нам в этих условиях делать? Единственное, что остается, создавать гражданские институты, объединения, группы солидарности, группы интересов, которые будут друг друга поддерживать. То есть коммуникации родоплеменные мы заменяем гражданскими,
цеховыми. И, по-моему, это единственный способ не допустить скатывания нашего общества в какой-то хаос. Обязательно рекомендую вам посмотреть весь выпуск разговора Мадины и Ирлана об астинской литературе, где они затрагивают и такие важные темы, как Институт кровной мести. Спасибо большое, что остаетесь с нами.